Родион Кочиев, военнослужащий внутренних войск МВД ДНР, защитник Донбасса с 2014 года, позывной «Ирон». Неоднократно участвовал в самых горячих точках военных операций на Донбассе. С началом СВО принимал участие в освобождении Мариуполя, награжден медалью за освобождение Мариуполя. Сегодня Родион Кочиев – гость 15-го региона. Родион, здравствуйте. Здравствуйте. Я благодарю вас за то, что сегодня нашли время и пришли к нам в студию. Пожалуйста. И, Родион, расскажите немного о себе. Родился в Грузии. В 91-м переехали в Северную Осетию. Жил на БАМе. Учился в первое училище. В 2014-м, даже в начале 15-го, решил поехать добровольцем в Донбасс. Думали ли вы, что свяжете свою жизнь с военным делом? Нет. Я даже срочную службу не служил. То есть не было в мыслях? Нет. А когда впервые вы попали туда и вообще как приняли это решение, вот давайте об этом поговорим. Принял, сидел, случайно увидел в телевизоре в городе Висиноватое. Девочка спрятала детей в ванной и прилетела в ванну миномет и убила 3 детей. И вот принял решение ехать. Спонтанно принимается. Собрал вещи, уехал. Но почему вы приняли такое решение, что вас побудило? Не знаю, может, справедливость, чувство справедливости вас, не знаю, детей стало жалко. Посчитал, что чем могу, помогу. И приехал. Оказался в Пятнашке, я даже не знал тогда, что там подразделение находится Астин. По дороге познакомился случайно с донецким парнем, и он мне подсказал. Я приехал, командиром у нас был Олег Мамиев. Мамай, позывной Мамай. Он попал к ним. Тогда нас было человек 17 Астин. Царство небесное. Олег погиб недавно. Алборов Ворон позывной. Шалву недавно похоронили Алборова. Тоже с нами служил. Тогда нас 17 человек было. Ну что вас всех тогда побудило вот оставить свои семьи, родную Осетию и уехать туда? Когда-то нам Астинам помогли в 8 году. Если бы нам не помогли, мы бы не справились. Также и мы должны помогать. Гражданские не должны погибать. А мы чем вроде у нас это в крови. Мы же потомки Аланов как-никак. Мы воины. Вот решили поехать попробовать. До 19 года лучшая боеспособная группа считалась Астиной по всей Донецкой и Луганской области. Я знаю, что бойцы Северной Осетии в зоне СВО заслужили особую репутацию. Давайте вот об этом поговорим. Нам, Астинам, относятся и сейчас, и тогда относились хорошо. Ну, мы не отказывались, мы шли, выполняли любые задачи. Не беспредельничали, не грубили гражданским лицам. Чем. Всегда вели себя порядочно. Каждый астин, который понимает, что он осетин, он не позволит свою нацию опозорить в первую очередь, свою семью, свою фамилию. И мы старались. На войне надо жить так, по-человечески. Там никто тебе не поможет, если не друг друга. Никому там ты не нужен, никто не придет на передовой в помощь, если сами не будем друг другу поддерживать и помогать. А население как к вам относится? Население хорошо относится. Да и сейчас хорошо относится. Не знаю. Большинство из старых, кто там был из Астин, мы там женились. Я лично там женился. Ну, расскажите поподробнее, как это произошла встреча? Не знаю, у нас с нами служил в подразделении с России, с севера парень по национальности армянин. Он женился, позвал на свадьбу нас. Я вот случайно с соседкой познакомился и смотрю, она в госпитале тогда, в 17 году я в госпитале лежал. Она приходила там и так завязалась, женился официально. Вот в прошлом году в пригородном расписались, даже не в прошлом, в этом недавно. Приезжал в пригородном, официально уже расписался. То есть вы там нашли даже свою судьбу, вторую половинку? Надо было на войну ехать. Я в 36 лет женился, до этого я ждал чего, не знаю, ну, нашел там. И, Родион, где вы служите сейчас? В данный момент я нигде не служу. Я служил в внутренних войсках Донецкой Народной Республики. Недавно уволили по состоянию здоровья. Я получил боевую травму при выносе раненого. Ну, по бумагам кто-то поленился указать. Я вот теперь пытаюсь, бегаю, доказать, что я вообще участник. Я даже это не могу доказать пока что. Сейчас получил награду за освобождение Мариуполя.
Я думаю, проще станет доказывать. То есть сталкиваетесь и с такими проблемами, Да. получается? Да. Но если я не ошибаюсь, вы были в числе первых, да, Да. кто поехал туда? Да, одни из первых. Что в начале СВО, для меня СВО началось 20 января. Я стоял на боевом посту перед Широкином, это вот последняя точка была соприкосновения. Вот с 20 января у меня и СВО застало там же. 13 марта я заходил в город Мариуполь на завод Ильича. С поселка Виноградного первая наша группа зашла. Ну, по бумагам я нигде не участвовал. А как это так получилось? Я не знаю. Сам пытаюсь выяснить, как так. Расскажите о самых сложных и тяжелых случаях на передовой. А передовой каждый день сложный, каждый случай сложный, они уникальны, каждый случай уникален. Тем более я служил официально по контракту в минометное подразделение, а меня откомандировали в штурмовую роту. И там были хорошие очень парни, Царство Небесное, большинство из них полегло. Самые запоминающиеся? Все очень сложные. Ну, смотря как. Самый запоминающий заход в Мариуполь. Там против нас было 16 человек, когда мы зашли, а противников оказалось 10 тысяч морпехов. Ну, слава богу, практически все целыми вышли. На войне все сложно. У вас позывной Ирон, а сами ли выбирали его? В 2015 году при устраивании на службу в Пятнашке замполит задал вопрос позывной выбрать самому. Вот выбрал, и с тех пор этот позывной не собираюсь менять с 2015 года. Сейчас знаю, что очень много с таких позывных. Ну, на то время я был первым. Ну, сейчас знаю, вот есть казачество, я и с ним общаюсь, взрослый человек тоже. Тоже Ирон позывной, ну, очень много таких. Осетины, у кого название сел. Ну, мы же свое выбираем, зачем нам чужой. Сарматов очень много, скифов. У меня друг Алборов Алан с Михайловского. У него скиф позывной еще тоже с тех годов. Многие русские не могли Ирон выговорить, спрашивали, кричали Астин, Астин. На войне, по большому счету, нация не имеет значения такое. Главное человек, там братское все. Но там на войне у вас особо такое отношение друг к другу, скажем, такой вот дух боевого братства. Да, конечно. В чем он проявляется, этот Во дух всем, и во всем, взаимоотношения во эти? всем, абсолютно во всем, абсолютно во всем. Даже в виде мы делимся с друг другом. Нету там такого жадничать, обманывать друг друга. Ну там такое нет. Там маски быстро слетают с людей. Там нельзя притворяться. Долго не хватит человека. Рано или поздно маска слетит. Там нельзя, там надо жить честно. Человечность нельзя терять в первую очередь. А сложно, вот часто говорят, что врут, если говорят о том, что не страшно, да? Врут, если там Не говорят о том, страшно. что не сложно. Не сложно. Ну, война, это же война. Ну, как может быть на войне не сложно? Или не страшно? Не страшно дураку, наверное. Страшно, но главное со своим страхом справиться. Страшно, конечно, страшно. Каждый человек один раз родился, каждый человек любит свою жизнь. Он переживает каждый раз. Главное со своим страхом справиться. Остальное это не может быть такого, чтобы человеку не было страшно. Но там особые взаимоотношения. Вот это боевое братство, наверное, определяется в каких-то моментах, да, когда, как вы говорите, когда на себе сложно. вы выносили раненых, да, скорее всего, это был друг, человек, с Нет, которым... честно говоря, он не был друг. Он сотрудник ГАИ Донецкой Народной Республики. Их 3 человека были к нам откомандированы. Это был 3-й день, я его один раз видел всего лишь. Это был вот просто его ранил, он с нами был. Он боец, он рядом со мной. И вы рисковали Там, ну жизнью. да, а что делать? Я ему не помогу, завтра со мной что-то случится, мне не помогут. Там по-другому никак. Свои правила. Да, ну там кроме нас никого нету. Тем более я был в штурмовиках, я знал, что передо мной никого нету. Я иду первым. Если я ему не помогу и брошу, завтра, не дай бог, меня кого-то зацепит, его же тоже бросят. По-другому никак. Там надо друг другу помогать, больше никак. Какими качествами должен обладать человек, чтобы быть там? Человечностью, порядочностью своей, просто человеческая порядочность. Там нету такого подставлять кого-то, друг друга, но это так долго не протянет человек на войне. Это же война, это не игрушки.
У вас есть награда за освобождение Мариуполя. Расскажите об этом подробнее. Есть где-то радость, есть больше радость в том, что я смогу теперь доказать проще, что я участник. Этим уже проще будет. Я тем более не прикасался еще к этой медали, его домой принесли в Донецке и все. В скором времени, надеюсь, поеду. Мне главное доказать, чтобы я хотя бы что участник. Как остины поддерживают друг друга там на передовой? Нас много, очень много. Вот даже в данный момент, когда я не могу воевать, я пытаюсь гуманитарки отвозить, хотя бы пироги наши, воду. И бывает, что я на передовой езжу, парням развожу, чтобы досталось всем что-то. Пытаемся как-то друг другу помочь. Например, обмундированного военного было много. Когда я уходил, парням раздал. Ну, чем можем, друг другу помогаем всегда. Приходят ли письма и посылки из Северной Осетии, как вас поддерживали ваши земляки? Приходят, я вот недавно сам возил, помог отвезти гуманитарку, были письма, отвозили. Ну, бывает, все бывает. Как Такое. ребята там реагируют? Радуются все равно, из дома весточка, уже радость. Тем более сейчас очень часто связи не бывает, чтобы домой выйти на связь. И что-то домашнее, даже просто воду, когда соседи привозят, и то приятно. Хотя бы знать, что о тебе не забыли, на родине помнят, уже приятно. Вот госпиталь, когда лег, вот диаспора есть представительство Осетии, там председатель Лена Базаева. Она приехала в больницу, нашла там осетинские пироги делают. Ну, конечно, не осетинские пироги, как надо в Донецке, но все равно приятно. Скажите, как вас встретили, когда вы вернулись в родную Северную Осетию? С радостью. Какие чувства вас переполняли? Что... Чувства переполняют, рад видеть родню. Но я понимаю, что родителям, да, столько лет терпеть и ждать звонка каждый день, ну, тяжело им, я же это понимаю, ну, а что делать? Все равно же надо заканчивать. Раз начали, ну, надо уже побеждать. Говоря о будущем, какие у вас ожидания и планы? Не знаю, ожидания, вот сейчас пытаюсь, я же говорю, доказать эти все, получить то, что мне полагается, и уехать обратно, поучаствовать дальше. А там надолго я не загадываю. Война есть война, посмотрим, даст Бог. В общей сложности сколько лет вы пробыли там? Вот давайте об этом поговорим. 8 лет, 9-й год пошел. То есть все это время вы жили Ну там? да, практически. Ну, жил я всегда там, но где-то полгода не участвовал. Увольнялся, в другой часть устраивался. Ну, с 15-го года, как уехал, нахожусь там в основном. Так изредка приехал, родню увидел, уехал обратно. Мечтаю, чтобы в Осетии было мирно. У меня племянник маленький, племянница растут. Хочу, чтобы они не увидели войну. Чтобы на осетинской земле был мир. Пожелание, чтобы все войны вернулись живым. Чтобы матеря горе не знали. Вот это главное. Чтобы наша молодежь не узнала. Я благодарю вас за то, что вы сегодня нашли время и пришли к нам в студию. Пожалуйста, спасибо вам. И спасибо всей Осетии.